Татьяна Федоровна Шалгинова. Идет? Первый педагог, народная артистка, мэтр наш, Татьяна Федоровна. Дорогие друзья, я очень счастливый человек сегодня была, потому что я помню Оксаночку, я ее впервые увидела лет 30 назад. Она шла по аллее нашего знаменитого проспекта Ленина, и я увидела эту девочку, у нее были косы ниже колен. Я просто, знаете, просто вот влюбилась в нее. Она была настолько гармоничной, я даже не знала, кто эта девочка. И потом года через 2-3 она появилась в моем классе, и я ее готовила к поступлению в музыкальное училище. Она очень способный человек, невероятно талантливая, большая умница и очень мудрая. Вы, наверное, сегодня услышали по ее музыке. Она открыла нам свой мир. Ну, такой, знаете, такое ощущение у меня было, что цветок начинает распускаться и дает уже несколько лепестков. И я почувствовала, что там еще есть лепестки. И мы будем свидетелями раскрытия ее композиторского дара. И что мы современники ее. Это так прекрасно. И мне очень хотелось бы, чтобы она написала еще не одну оперу, музыку к балету, чтобы наша Хакасия процветала, и чтобы музыкальная культура была наша на высшем уровне, чтобы мы прогремели еще на весь мир. И вы знаете, дорогие, удивительно еще то, что мы все так очень влияем друг на друга. Я помню, что она закончила когда музыкальное училище, и так совпало, что педагог, мастер Ленинградского, тогда Ленинградский был, да? Институт театра, музыки, кинематографии делал набор. Но вот представляете, девушка с такой внешностью, да, с такими данными. И она, конечно, захотела поступать на актерский факультет. Я помню этот момент, когда она пришла на вступительные экзамены, я ее отвела в сторонку и говорю: Оксаночка, пожалуйста, выбери в своей жизни музыку, поступай в Казанскую консерваторию, будь композитором. И вот сегодня моя просьба сбылась, она стала таким замечательным мастером, она прошла такую замечательную школу. И очень хочется надеяться, чтобы в ее жизни было много здоровья, сил, чтобы она могла творить, чтобы правительство поддерживало ее, чтобы в семье было хорошо. Я очень мечтала, чтобы она родила правнука нашего драматурга и писателя, поэта Михаила Гогова, но она родила правнука Николая Георгиевича Домажакова. Тоже хорошо, это тоже большая миссия. Такие были у нас моменты, такие приватные. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня атмосфера была просто замечательная, благодаря великому слову Татьяны Чаптыковой. Не только наши мозги, она структурирует нашу душу. Я думаю, что мы сегодня уйдем из этого зала уже совсем другими, с какими-то новыми мыслями, с какими-то новыми внутренними какими-то порывами и импульсами. И это все случилось благодаря нашей героине. Оксаночка, я тебя люблю и надеюсь, что ты будешь нас радовать своими творческими работами. Замечательный бонус еще Союза композиторов России, потому что это вот наглядная работа, как у нас работает Союз композиторов России. Татьяна Федоровна является ее председателем. Я приглашаю на сцену еще одного председателя, еще одного народного артиста Германа Танбаева. Герман, пожалуйста, на сцену.
Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом прекрасном концерте. И я горд, что мы хоть немножко повлияли на Оксану Герасимовну в этом направлении. Концерт должен был быть в концертном зале детской музыкальной школы, но все-таки мы ее уговорили, чтобы концерт состоялся для нашего зрителя, который обычно привык приходить в этот зал и видеть своих героев. Алсайдың мен шақтан тегісі анжамдық мен тоғдар қашам біздің жонымыздың біздің шиіріміздің сықын матырлардың аршан шиірінде иледізі кем тынғын, кем ол кейіні қапқын некі қойбол шағазындағы кейіне анзыпрайзы түлтіше қайдақ олардың күштік шаяшылары. И мне хотелось бы сказать, что решение правления Союза композиторов Хакасии мы выдвинули и выдвигаем, как раз Лариса Юрьевна здесь, представляем нашу Оксану Герасимовну на звание заслуженного деятеля искусств Хакасии. Я думаю, все это предложение поддержат. Когда награда наконец нашла своего героя. Мы приглашаем на сцену директора музыкального колледжа Института искусств Хакасского государственного университета Ольгу Викторовну Явусяк. Пожалуйста, Ольга Викторовна. Поздравляю всех с текущим, продолжающимся праздником, который сегодня подарен прежде всего Оксаной Алахтаевой. И я должна сказать с гордостью, с радостью, с волнением, текущую часть своей жизни судьба подарила мне работать рядом с великолепными людьми, каждая из которых звезда, и быть рядом вот с тем созвездием талантов, которые сегодня блистали на этой сцене благодаря Оксане Алахтаевой. Оксана сама созвездие талантов, и мы в этом сегодня еще раз, очередной раз убедились. Трудно сказать что-то новое после того, что сегодня уже прозвучало и чему мы уже аплодировали. Но я хочу сказать, у Оксаны есть замечательные крылья, которые мы видим, которые мы чувствуем. И я бы очень хотела, чтобы эти крылья полнились силой, любовью друзей, любимых, чтобы эти крылья росли, ширились, поднимали грани таланта Оксаны, и чтобы мы питались этой сказочной любовью к своему труду, к своему народу, к своей культуре. Я желаю Оксане долгих-долгих, творческих, счастливейших лет жизни. За замечательные слова. Так могут говорить только ученые и педагоги. А мы приглашаем на сцену еще одну народную артистку, еще одного председателя театральных деятелей Хакасии Светлану Семеновну Чаптыкову. Светлана Семеновна. Геннадий Николаевич, как иначе, как говорится? Изендер, Оксана, я хадидерге, илбек хойбыл шазының, илбек хызы. Ортая. Мен сағыншама, күнгі елді отырып, нұғыды сағыншам. Біздің ағаларымыз, мен олық районының нозы, хойбылдым. Ағның абызы хойбыл шазыларының, яқла, Кларифимна. Аныңарым, мен bu yerde bol bal sağlıçam. Bizim ağaları hacında tabun attır, hadır andı, oturuydu, odırıp, dağmak tızkın sırmız kırmız kızdı.
Хадида синің көглерін, синің хадидшілер орыс тілінің музыкын, я прай кізіні хайдарды ұшықтық бар келді. Андары, ырықы, черлерзір, күнгі күнзер. Мен сақшам, біздің шонды мындық талантық, мындық елбі қыстыр барды, біздің шон өңнені блёдрыр. Всегда в нашем народе, когда есть такие девушки, красавицы, какие-то таинственные, да? Ну, хоть и кушезу, кишем, илхоршем, а то. Анаңар Оксана, шолың шарх болсын. Сенің шаяннар, сені хайрлызынар. Сенің көглерің шонны өріндіріп өскірзінер. Я вспомнил «Виндзорские насмешницы», спектакль. И я там был такой шалопай, герой у меня, хозяин таверны. И есть такие там слова. Что вы выстроились? Что, работы нет? Хорошо. Кто пиво умеет наливать? Кто? Я научу тебя работать. Иди, наливай пиво поменьше, а чтоб пены было побольше. Ты поняла? Это 2004 год, Оксана написала музыку к спектаклю. Насмешницы. И теперь у нас, просто я Оксану еще раз благодарю, Оксана. 3 благословения было от Николая Федоровича Катанова, Зина спела. У нас мы одно еще благословение. Хазылчас, Вечерверден, Хойбалжирден, Татарцевна. Подожди, я еще хочу сказать. Подожди, давай уже время. Время быстро не было. Недавно была здесь дочь Михаила Ремеевича Кирчичакова, Леночка, и она вот эти вот книги, да, она выпустила книги, вот «Я бы хотел», это избранное с сочинением Немек Кирчичаков, там полшохтан, аж с пресс-арн пассалар Оксана. На благословение, вот, Нима. Şonumның уязы унала бир турсынды, алғыста баспаза, шонумның үні үзірбін шайылзынды, алғыста баспаза. Сплошные народные артисты, еще одна артистка Людмила Эрштаева, хочешь поздравить? Шала хайырны барлық жер соқшыларымыз. Хочется спеть вот только по одной фразе из песен. Ах, как хочется жить. И вот уж время расходиться, да расстаться нету сил. Музыка вся прекрасна. Но когда мы слышим свою народную музыку, музыку наших композиторов, это огромное счастье. Оксаночка, синам тащицам, шахсы көглерім праялнында. Анда келерлер, біздің жерімізді саблындырырсың. Біз боғдар қапшымызбен, біздің хакасиябыз ең сілеу, шоныбыз ең саблық, ең сілеу. И Светлана Семеновна Пенчохтанғын сборник схан «Я бы хотел». Оксаночка, у Михаила Ремеевича есть один стих, который называется «Я бы хотел». Я прочту только один куплет. Как бы ты ни жил и что б ни делал, путь один среди множества путей. Благо жить на свете этом белом, если сам ты благо для людей.
Шваром композитор пишет, но очень важно, чтобы каждое произведение нашло своего исполнителя. Мы сегодня с вами были свидетелями, что каждый артист, кто бы ни выходил сегодня на сцену, все потрясающе исполнили твои произведения, Оксаночка, красавица. И знаете, я, пользуясь случаем, хочу все-таки поблагодарить наших замечательных мастеров народных инструментов Сережи Черкова и Петю Топоева, потому что они столько сделали народных инструментов, что им низкий поклон. Спасибо вам. Разве можно сказать лучше, чем сказал Михаил Ильич Кельчичаков? Оксана, ты благо для людей. Сегодня все в этом убедились. Я желаю тебе, дорогая моя Оксана, чтобы в твоей душе никогда не замолкала музыка, чтобы она воплотилась, и она стала частью души нашего народа. Спасибо всем за этот замечательный праздник музыки. И в завершении нашей творческой встречи я еще раз хочу со всеми поздороваться. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, земляки. Сегодня зал собрал всех ценителей академической музыки, национального искусства, а также поклонников творчества Оксаны Алахтаевой. Сегодня на сцене прозвучала музыка разных направлений в исполнении различных составов музыкантов. О чем это говорит? Это говорит о том, что музыкальная культура Хакасии, она развивается ее композиторская школа. Мы с гордостью сегодня видим, что создаются новые музыкальные произведения различных жанров и направлений. Расширяется диапазон интонационный, он обогащается элементами современного музыкального языка. Также новое дыхание получает симфоническая музыка. И все это, конечно, можно сказать и о композиторском творчестве Оксаны Алахтаевой. Мы с гордостью сегодня говорим, что это хакасский профессиональный композитор, за ее плечами Казанская консерватория. Она по достоинству является членом регионального отделения Союза композиторов Российской Федерации. Ее музыка обладает неповторимым стилем. В ней необыкновенно сочетаются приемы классического формообразования, гармонии с современнейшими элементами музыкального языка. И являясь дочерью хакасского народа, она, конечно, обращается и к истокам родной земли, к тахпаховым интонациям, к образам Хакасии, фольклорным источникам. И вот такую интеграцию музыкального знания Оксана Алахтаева достойно несет своим ученикам, своим студентам. Министерство культуры Республики Хакасия высоко ценит вашу педагогическую, музыковедческую, композиторскую деятельность, благодарит вас и награждает почетной грамотой за значительный личный вклад в развитие профессиональной музыкальной культуры Хакасии, а также подготовку специалистов для сферы культуры и искусства республики. Я думаю, что такая почетная грамота будет первой ступенькой для вашего дальнейшего звания. И, конечно же, мы дарим вам такой богатый нотный материал. Здесь представлена музыка, начиная от Георгия Ивановича Челбаракова, первого хакасского профессионального композитора, завершая композиторским творчеством Кима, завершая композиторским творчеством Татьяны Федоровны Шалгиновой, ваши преподаватели. Ну и сегодня здесь у нас сложилась такая традиция говорить языком хакасского фольклора, хакасских традиций. Поэтому, конечно, хочется сказать тоже таким благопожеланием, объединить силы стихий воды, земли, огня, воздуха, одним словом творчество. Пожелать вам высоты творчества, дыхания творчества, росы творчества и его силы.